Так, это я запись. Доброе утро всем. Сегодня 8 июля 2021 года. Школа депутатов. Опыт взаимодействия с депутатами всех уровней. Всех уровней депутатами Союза Советских Социалистических Республик. Иногда надо это тоже дополнять. Очень интересная мысль пришла. Депутаты затихли, депутаты тех времен, когда предали СССР. Сейчас они попытались голову поднять и так это спрятали, из-за угла наблюдают. Почему? Потому что с них надо спросить. И придется спрашивать. Они сейчас еще и при должностях. В прошлый раз мы вопросик этот подняли, да, и Елена Юрьевна его продолжила. Это по тем запросам, которые... Ну, это так, вставочка. Вот, а поэтому думайте, когда что-то делаем, прежде чем подумать, еще раз думайте, как потом аукнется. Вот те, пусть слышат депутаты тех времен. Я с ними общаюсь, может быть, из них самые коварные враги. Они исказили историю СССР. Вот, и поэтому школа депутатов, опыт взаимодействия именно по практике, именно того, что мы можем сказать. И тема сегодняшняя будет, кто может быть депутатом, откуда депутаты. Коротко пробежимся по законодательствам, соответственно, откуда и как узнать. Поднимали этот вопрос. И тема разных, пройдемся по тем волнующим, тем практическим вопросам. Так мне будет видно, не будет видно. Да, по тем волнующим вопросам, которые практически, прям по регионам, где что поднимается, что очень важно. И важно в той динамике времени, событий, в которых мы сейчас участвуем везде. Валерий, слабый интернет. Ну, такое дело сегодня с интернетом. Вот. И по нашей традиции, давайте начнем вот с этого. Вот с этого постараемся. С этого такого вот просто драйв музыка. 2, 3, 4. Поехали. Не говори, что ты вне игры. Упал, поднимайся и дальше иди. Меня этот мир за горло держал, но я все равно на своем стоял. Не говори, что ты вне игры, что всюду предательство, ложь и грехи. Меня этот мир пытался убить, но я продолжаю его любить. Но я продолжаю тебя любить. Это планеты коварный нрав. Законы джунглей, кто сильнее, тот и прав. А победить — это значит стать отвагой духа. Не говори, что ты вне игры. Упал, поднимайся и дальше иди. Меня этот мир за горло держал, но я все равно на своем стоял. Не говори, что ты вне игры, что всюду предательство, ложь и грехи. Меня этот мир пытался убить, но я продолжаю его любить. Но я продолжаю тебя любить. У каждой победы своя цена. С пути сама не уходит стена. Если не хочешь сдавать назад, цепить надо зубы и ломать. Не говори, что ты вне игры. Упал, поднимайся и дальше иди. Меня этот мир за горло держал, но я все равно на своем стоял. Не говори,
Как дела? Забыла, держал, но я все равно на своем стоял. Что всюду предательство, ложь и гибель. Меня этот мир пытался убить, но я продолжаю его любить. А я продолжаю тебя любить. Так, доброе утро всем еще раз. Так, что здесь такое? Чтобы не знать, как отрекаясь, бросаю. Нам это не надо, нам это не надо. Итак, друзья, пусть начали с этого, немножко всегда делаешь зарядку с утра, а по-другому не бывает уже. К сожалению, ну, срочненько, ну, посмотрите. 27 февраля. Так, тут все по-английски. Так, отключайте звук. Доброго времени еще раз. Доброго времени еще раз. Сейчас я показ остановим. Вот, маленькая такая вот песенка, да, это самое, но она, ну просто она, вот заметьте, почаще, побольше бы таких вот сейчас запусков. Так, кто-то еще хотел подключиться там. Вообще-то всегда надо начинать. Все совещания, все встречи начинаются, знаете, с чего? С чего начинается Родина? С места, где ты, кто с тобой, кто вокруг тебя. Срочно вынуждена выбила, позвоните, пожалуйста, еще раз. Наберите, пожалуйста, Ермаковой. Кто-то еще хотел подключиться. Доброе утро. Где что? Доброе. Ермаковой. Позволю сам тогда набрать. Если посмотреть, может быть, тоже... Да, выбила. Да, так. Вот, начинается с того, аудитория кто. Вот поэтому раз посмотрел, 33 человека. Вот такое. Вот, все быстренько просмотреть, кто, с кем контакт. И для этого необходимо к той практике, чтобы сейчас перейти, видеть и понимать, с кем мы общаемся. Вот. Кто собеседник. И поэтому, особенно в нашем деле, встречаемся. С кем встречаемся? Не могу подключиться. Позволю подключить еще, да? Как же он правильно написан? Валерий. С вашего позвонения еще раз. Насколько я помню. Давай подключим. И это крайне нужен помощник, который бы подключал в это время. Вот. Поэтому точно так же, когда приходим где-то на встречу, да, готовим, обязательно готовимся, по-другому не работает. Вот. Приходим, и собеседник, с чего начинается? Начинается с того, на равных. Вот это успех всего дела. На равных. Но, знаете, побеждает тот, кто нестандартно ведет ситуацию. Кто ведет ситуацию в данном случае? Вот если мы общаемся где-то, обращаемся, да неважно с кем это, из Ряфи, как-то надо найти какое-то такое среднее, нескандальное слово. Вот. Но тем не менее, обращаясь там с уведомлениями сразу, да, чем жестче концовка, тем мягче в начале можно зайти с уведомления, но чтобы уже было понятно, а в конце кто есть кто на чьей территории, кто кому чем обязан. А может быть, уже все обязаны нам на самом деле за эти 30 лет и превратили именно в жуткую, кошмарную такую, они для себя, ситуацию, в которой уже точно выбраться сложно будет им, потому что создали такое положение, в котором должен быть только один победитель. И победитель еще, чья идея жизнеобеспеченной жизни, вот просто жизненная, чья идея. Не хочется уходить опять в темные места, что это все начинается из, будем говорить, в других местах. Это началось это давным-давно, когда меня сейчас будоражит все-таки мысль, что до 1953 года Сталин знал, правил, мы были победителями. С 1953 года есть даже такое жесткое понятие, мы проиграли холодную войну. С 1953 года пришел Хрущев и понеслось и тому подобное. И Сталин уже знал, что будет дальше. К сожалению, может быть, что не осталось от Сталина ученики, не остались те, которые... Вот с того времени, с 1953-го, когда Далис приехал в Москву, присутствовал на пленуме, видел и понимал, как дальше. И был разработан Хьюстонский этот план и так далее.
как победить Советский Союз. Он был очень длинный, и видите, до сих пор этот план выполняется, исполняется. Но проиграно с их стороны только одно. Идея, где конечная точка жизни. Жизнь невозможна. Валерий, прости, опять выбила. Подключите, пожалуйста, малыши. Вот. Конечная точка жизни, а за ней стоит то, что мы называем Всевышние богодоступные силы, первосоздателя, первого Творца. Вот кто за этим, за окончательным, за рождение детей, как положено пожилых людей проводить в тот путь, потому что мы все от этого будем зависеть. А нам предложили, что искусственную жизнь, имеет ли она место на это? Имеет. А меня спросили, я ее выбираю, нет. Вот с этого подхода надо всегда построить свой план разговора с теми, чтобы видеть, а он за твою идею, или он подкупает нас сегодня. Значит, с 53-го, потому что и много уже информации будет выходить, подключаться. Сейчас нам скинули картинки и подтвердили эти картинки уже с разных сторон. Видели, да, в небе сколько летает непонятно, моргает, мигает, светится, и всевозможные уже голограммы пошли. С одной стороны, это будут искусственные интеллекты, а с другой стороны, это происходят уже космические такие бои. Всегда так было и в 1300-х, 700-х годах. А на Земле это было только эхо, уже доносилось. Вот. И то, что происходило, вместе были и русские, и американцы, и уже говорил как-то и китайцы, и Франция, и Германия против одного единого источника и врага. Именно сейчас выдам то, что нельзя было говорить. Именно тогда было подписано, об этом сказано, народ пока знать не должен. Подписаны очень веские документы, не давать истинную картину мира, как говорится, что происходит за кулисами земной жизни. Что, почему происходит. И когда-то Земля была в ограниченном пространстве, на которую не проходил вот этот источник жизни, но маленький только давался для вдоха и выдоха настоящего человеческого сознания, давался путь маленький для того, чтобы окончательно сказать, убрать подпитку этих внеземных сил, которые, собственно, давили на планету. И сейчас вернемся, потому что можно очень долго бороться с собственной тенью. Это тоже к этому относится. И был подписан договор очень серьезный, в котором было сказано, что пока обычному человеку, земному человечеству не давать ясную картину, что происходит и почему происходит. Это относится к той же Второй Великой Отечественной войне, к Первой Отечественной войне и все войны, которые происходили. Регулярно почему-то что-то творилось над контролем человечества. Сейчас из-под контроля мы выходим. И это выходит только в единственном месте, это могут сделать русские. Они показали себя во Второй мировой войне, они показали себя в истории, когда после войны за короткий период, видели, да, маленький видеоролик, 2-минутный, но там все показано, как цены хлеб 30%, 20% дешевели по весне. Когда 1 апреля это был дата праздника того, что подешевели все, а мракобесы сделали днем дурака. Поймите, вот это, распознавайте уже, пора включать и смело, потому что когда вам нечего больше будет скрывать, вы будете победителем. Либо вас надо уничтожить недопустимо, потому что вы уже заявили о жизни. Вот это очень заметно. А другого не остается. Значит, уничтожить другим путем, обманом уже мы видели, да, что произошло. И на самом деле медленно и плавно идет это питание, это ГМО-продукты, все, это самое страшное было первое. Потом через фармакологию полностью подключили. Вы думаете, MLM-системы что? Давно не признаю западные системы, пускай здесь некоторые спорят, западные системы. Насмотрелся, вот есть капилляроскоп, насмотрелся, когда на клеточном уровне, клеточка как человек, она была полностью замусорена MLM-продукцией. И многие обращаются, лидеры обращаются, а что делать? А что делать? Только никому не говори, я же деньги на этом делаю. А ничего делать. Ты изнасиловала свой организм сама. Вот так вот говоришь человеку. Ну как? Это доходит до женщин сразу. Как? А потому что тебе даже клеточки. Потому что аллергия на жизнь. Это что такое?
Вы видите, что сейчас творится то же самое. И дальше пошло. Это раз питание ГМО-продуктами первое. Поэтому то, что творится с магазинами, даже лучше. Я уже начинаю понимать. Даже очень хорошо, что туда не пустят нормальных людей. Значит, переходим на свои продукты. Посмотрите, что сейчас делают. Я вот сейчас выхожу, нету помидор, такие бычьи сердце, не растет это уже. А мы сейчас поднимаем коллективное хозяйство. И нужно понимать, почему мы его поднимаем. Экологически чистое, здоровое. Вот даже там здоровая мысль должна быть. Вот. И поэтому с кого это все начинается? Только с депутатов. Депутатов всех уровней. Не делитесь на верхних уровней, на нижних уровней. Когда вы будете достойны по качеству, вас просто возьмут и поднимут. Потому что такие нужны депутаты. Да, может быть, сегодня и приходится самовыдвижение еще делать в многих моментах. Вот давайте поговорим сейчас коротко, кто такие депутаты. Депутаты. Так, экран открою и давайте вместе просмотрим. Связь плохая. Ну, что я могу сделать, чтобы связь была хорошая? Единственное, предложить вам записи, потом посмотреть. Вот документы, по которым мы работаем. Даже, сейчас я вот так вот сдвину, кое-какие закину. Много новеньких депутатов. Либо пусть это, я уже вижу по тем, когда отписываются, вот, то-то, то-то, договорили мы об этом, просто вас не было, видимо. Вот это вот полностью документы, посмотрите, по которым мы работаем. Вот. И я вчера просмотрел сейчас, кто такие депутаты, откуда и как. Вот короткий вопрос такой будет. Депутаты. Значит, можно о депутатах. Это взять закон о выборах, Верховные Советы СССР, РСФСР. Вот он здесь. Закон о статусе можно тоже увидеть. И возьмем закон о выборах местных советов. А ну, открывайся. Вот, закон о выборах. Вот эти все законы, вот очень важные местных советов, ну, не стесняйтесь, я беру вам вот так вот и скидываю тоже сюда. Открывайте чаще законы, местные свои законы, товарищи депутаты. Это всех касается, председателей исполкомов. Там все есть. Секрет большой, только никому не говорите. Никому не говорите, не читайте законы поселковых советов, не читайте, никому не давайте. Никому, только сами. Вот такой секрет. Когда говоришь нет, оно работает. Там все есть. И отсюда хочется открыть. Так, отсюда немножко тормозит, да? Ну, мы договорились на верхах, чтобы оно нам не мешало. Значит, 2 статьи зачитаем. Кто такие депутаты? Первое, что? Можно зачитаться, можно документами вот со всех сторон оградиться. Это уже не работает. Нужно пришел, увидел и победил. То есть человека посмотреть в его, вот как... Помните, начали сегодня мы разговор с Ленина, да? Ленин знал точно, что необходимо крестьянину. Землю. Вся земля крестьянам. Он точно знал, хотя сам не был землепахарем. Я так догадываюсь, может и был. Вот. Он точно не стоял за станком, он не выпускал никакие эти самые, но он точно дал рабочим фабрики, заводы. Вот. Нужно точно, поэтому вы, депутаты, определитесь с тем, на самом деле, вот всегда очень важный вопрос, а где находится тот вопрос, который мы решаем? Вот сейчас, кто такие депутаты? И это можно из 2 статьи, понимаете, в самом начале, вот здесь нужно определиться. А потом все остальное, общее положение. Статья 2. Всеобщее избирательное право. Выборы депутатов местных советов и верховных советов. 1.1 эта статья. И верховных советов, народных депутатов РСФСР являются всеобщими. Значит, депутаты и к депутатам относятся. Кто такие депутаты? Всех касается. Всех народов, находящихся на территории РСФСР. Все граждане РСФСР, достигшие 18 лет, имеют право и избирать, и быть избранным. Я со школы это помню. Все граждане имеют право. А граждане, значит, должна быть подтверждающая справочка опять. Понимаем? Сразу к практике подходим. А без справочки можно? Да, тоже можно. Но завтра справку все равно дать, подтвердить свои, так сказать, полномочия гражданина СССР. Почему? А потому что во 2 статье сказано, что депутатам и гражданам, да, имеют право быть избранными. Кто? Все достигшие 18 лет и являются гражданами РСФСР. А мы таким образом дальше еще будем отсекать. Понятно кого, да? За исключением лиц, призванных в установленном законом порядке умалишенными. Тоже остренький вопрос, я себе справочки сделал, многие сделали эти справочки, но нам бы нашу
здравницу поднять, чтобы заказывать справочки и обращаться к нашим. Понятно? Подход другой. Тебе будут видеть здорового гражданина, человека. Как бы мы ни хотели в Российской Федерации или то, что сейчас на нашей территории находится, там все-таки смотрят, а деньги есть вначале, а денег нет. А можете, вот мне жить хочу. Ну и зачем такая жизнь, врач говорит. Понимаете, если денег нет. Какие-либо прямые или косвенные ограничения избирательных прав граждан РСФСР в зависимости от происхождения, социального, имущественного положения, расовой или национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношений к религиям, времени проживания в данной местности, рода и характера занятий запрещается. Кто может быть депутатом? Коротко. Гражданин СССР, достигший 18 лет, неумалишенный, внимание, неумалишенный, а до этого был эти самые с попечителями, как они называются? Ну, вы поняли, по паспорту РФ. Он не может быть уже депутатом. А поэтому необходима справка РСФСР подтвердить, СССР подтвердить, что ты гражданин. И без всяких, видите, притязаний, что у тебя что-то там не так, и рода занятий запрещается даже. У нас обычно в СССР все разрешается. Здесь вот четко сказано, что запрещено. Это вот вторая статья. Дальше не будем просматривать здесь. Очень важно, важно, важно. И подходим к статье опять в самом начале. 9. Участие общественных организаций, внимание, трудовых коллективов и граждан в подготовке и проведении выборов. То есть, так, давайте здесь по-другому еще. Кто может быть депутатом? Уже вторая статья по избирательной системе сказала, по закону выборов. Это гражданин, достигший 18 лет, может избирать и быть избранным 18 лет, проживающий на территории. Второе, что подходим, это необходимо на данной территории. Очень важен вопрос территории. Собрались на данной территории. И далее, а кого мы оттуда и как избираем? Значит, первый раз, вот сейчас по возобновлению, это делаем сход граждан. Участвуют все, собирайте, чем больше, тем лучше. Яснее будет картина, она правдивее будет, и меньше потом будет споров. Вот, на сходе граждан прямым голосованием, вот самый первый раз, можно избрать лучших из лучших, которых мы называем депутатами. Лучших из лучших, это первый раз. А потому что потом эти депутаты организовывают сессии. Потом через этих депутатов организовывается исполнительный комитет. Потом через этих депутатов организовывается избирательная кампания, избирательная комиссия, которая проводит избирательную кампанию. Вы чувствуете, это потом. Первый раз прямым голосованием можно, потому что еще ничего не организовано. Но когда уже через этих первых депутатов, уважайте их, они, может быть, не такие, но они первые, они бойцы. Вот те комиссары, они пошли первые в бой. Но потом через них уже организована государственная власть, власть народа, через этих. Народ их избрал, и через них организовывается еще раз избирательная кампания, через избирательную комиссию. В избирательной комиссии не депутаты, обычные граждане СССР. Избирательная комиссия, вот теперь подхожу к 8-9 статье, избирательная комиссия, она из граждан трудовых коллективов. Она из обычных простых граждан, откуда избираются депутаты. Почему? Они будут смотреть, насколько законно, правильно, по документам и организовывать, насколько это доступно сейчас, как сказать, предвыборную кампанию, да, то есть организовывать за своего депутата, да, ему помогать, оказывать его в народ, вникать, доносить информацию, кто такой, откуда и что с ним. Вот это 8 статья, мы коснемся. А дальше, когда проходят выборы, уже выборы, на выборах предлагаются избрание депутатов. И мандатная комиссия, а мандатная комиссия уже из депутатов, мандатная комиссия подтверждает полномочия вот этих избираемых депутатов, что выборы проходили правильно, организованы. И опять четко здесь прописано в законе о выборах, как проводятся выборы, как организовывать округа и тому подобное. Вот быстренько я как бы рассказал, а теперь подтверждаем это. Статья 8. Проведение выборов избирательными комиссиями. Проведение выборов. Давайте побольше, чтобы вы читали тоже.
Проведение выборов. Тормозит, ну ничего. Нас не победишь. Это очень важно, кто такие депутаты. И, может быть, нет необходимости там изучать, какими качествами должен обладать. Народ выберет такие качества, которые нужны. Проведение выборов в местные советы народных депутатов и в РСФСР тоже, Верховный Совет имеется в виду, обеспечивают избирательные комиссии. Помните, я специально сказал, первый раз это сход граждан, первый раз избрали прямым голосованием лучших из лучших, а в дальнейшем только через избирательные комиссии. Разнесите на две части выборную, не выборную, а откуда идут депутаты. И это обязательно вот сейчас, немножко упущенный момент в нашей работе. Обязательно комиссии должны быть, потому что это как подкормка для наших растущих, восстанавливающихся сейчас государственных органов власти, народных органов власти, через депутатов, через выборы. Избирательные комиссии организовывают, которые образуются из представителей от общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих по воинским частям. Задавался в прошлый раз коварный вопрос. Помните, да, должностные, ну не должностные, а силовых структур. Вот они, военнослужащие. Соответственно, в МВД то же самое. Вот они здесь. А из КГБ и так далее могут везде граждан. Здесь нигде. Я задал вопрос, всегда от противного теперь называется, да? А где написано, что запрещено там быть начальнику, комиссару там города, да, можно так сказать, запрещено быть депутатом, а нигде нету. А он кто? Он гражданин в первую очередь. И все, что выше, мы это сказали. Вот военный он, командир части, да, обладает такими вот очень сильной силовой такой, ну и в то же время он из военнослужащих, если его изберут. 9. Участие общественных организаций, трудовых коллективов и граждан в подготовке и проведении выборов. Так, у меня чувствую, что если отключится, продолжайте, и мне сделайте звонок потом, если отключится, потому что у меня, чувствую, прыгает уже все. Еще раз, 9. Это общественные организации. Откуда депутаты? Из организаций, трудовых коллективов и граждан в подготовке к проведению выборов. Организации коммунистической партии, профессиональных союзов, ВЛКСМ, кооперативные и другие общественные организации, трудовые коллективы участвуют в подготовке к проведению выборов, местные советы народных депутатов и Верховные Советы. Как через своих представителей в избирательных комиссиях, так и непосредственно. Я на словах немножко это уже рассказал. Видите, да, теперь подтверждаю буквой закона отсюда. То есть через избирательные комиссии организовывают выборную кампанию, так и самостоятельно, непосредственно, особенно сейчас. Чуть ли не в одиночку надо ехать в соседний район, помогать нам, поднимать и так далее. Граждане РСФСР принимают участие в подготовке и проведении выборов через общественные организации, трудовые коллективы, собрания военнослужащих по воинским частям, предвыборные собрания избирателей. Все. Понятно, откуда депутаты? Право на выдвижение кандидатов. Он берется и как избирается. 10 статья. Право выдвижения кандидатов в депутаты в местные советы народных депутатов РСФСР. Право выдвижения кандидатов в депутаты местных советов РСФСР принадлежит организациям коммунистической партии, выше перечитанным, профессиональных союзов, ВЛКСМ, кооперативам и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям по воинским частям. То, что было сказано выше в 9 статье. То есть, расшифровываем, на нынешний день. Вот еще раз, здесь только не уточнено, где и откуда. Может быть, заезжий какой-нибудь, этот самый, как он называется, заезжий эти. С Москвы приехал очередной, да? И начинает выдвигаться. Нет, не проходит. Здесь нужно еще в скобки взять, или понимаете. На данной и прописан где-то, да, как сейчас особенно прописан, но он уже полжизни живет вместе с вами, вы его знаете, только не знаете, что он прописан в другом месте. То есть там, где его знают, то есть выдвигают, видите, кооперативные движения, коллективные движения, общественные организации, то есть выдвигают люди, граждане на данной территории.
на данной территории. Гражданам РСФСР и общественным организациям гарантируется свободное, всестороннее обсуждение. Теперь качество. А вот он не такой. На выборах определялись. Не мы теперь имеем право, вот то, что произошло буквально месяц-полтора назад. Там все перешли на личностные отношения. Кто вам дал право обсуждать депутата? Кто дал право оговаривать депутата? Он не такой, там он допустил это, он снять полномочия депутата. Кто вам дал? Вы понимаете, даже это нельзя. Вот эти статьи говорят, а вы имеете вообще, даже это оскорбительно, обсуждать и осуждать депутата. Его только могут кто? Вот здесь, на месте, вот его всесторонне обсуждали, его политические, его деловые, личные качества кандидатов в депутаты, а также право агитации на собраниях, в печати, телевидении, радио. Вот где полностью поднимается вся избирательная система и, внимание, мандатная комиссия принимает решение по подтверждению полномочий. И на основании, а как выборы проходили, как законно он стал депутатом, чтобы не потом обсуждали его, а кто его выбрал, председателя, президиума или там Верховного Совета или еще чего-то, председателем там края, кто, откуда он, вот отсюда он. Поэтому очень важно изначально избирать депутатов, ну, придерживаясь вот этих четких понятий. Избиратели дают наказы своим. Отсюда уже и начинаются наказы. Наказы вносятся на предвыборных собраниях избирателей. Вносятся, выносятся или обсуждаются. И по наказам уже видно, кто начинает рассуждать с позиции, как делать. Это и есть депутат. А давайте сделаем так, а давайте тебя изберем депутатом. Ой, не надо, ой, а что надо? Вот давайте лучше заниматься, вот то-то, то-то будем делать. Все, он уже депутат. Вот тот, который говорит о деле, что давайте я уже делать готов, а не избираться депутатом, он уже это делает. И никогда у него не будет конфликта с местными гражданами, и тем более это самое, что ничего не делает. Потому что он уже вместе с ними участвует. Видите, в наказах. Отсюда начинается предвыборная кампания. Порядок внесения, рассмотрения, учета и выполнения наказа устанавливается законом. Это есть отдельно. Все, что хотела сказать по депутатам, кто такие. На самом деле депутаты это, пусть останется, да, депутаты это должны обладать определенными качествами. Мы очень много на это потратили времени, но пусть будет вот такой качественный подход. Какие вопросы по этому есть? Если начальник МВД области, края, там, города, он может быть депутатом? Хором. Алло, хором. Да. 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 Да, мы человеческие качества берем, понимаете, и человеческие и профессиональные качества. Командир части, командир там, что там, подводной лодки, может, но только с подводной лодки он на территории, понятно, его и не избирают поэтому. На местности, он по полгода может в походах быть. Вот. Но может. Где запрещено? И вот этот вопрос, думаю, а где-то в секретных службах тому. А если он в секретных службах, его служба обязывает быть засекреченным. Он не может проводить кампанию, он не может открыто участвовать. Понимаете, да, там эти ребята молчи-молчи называются, у нас военные называли. Его никто не будет предлагать, его никто не знает в коллективе. Там, КГБ какой-то, секретной спецслужбы, ГРУ или еще чего-то. Его никто не знает, соответственно, он не будет выдвинут. Почему этот вопрос? Вот те, которые мне задавали этот вопрос, и не один раз, вопрос, вот теперь внимание, этот вопрос уходит немножко в другую плоскость. Значит, личностные отношения данных лиц, это скорее всего там кого-то Гиндин не устраивает, министр МВД СССР, или Азаниев не устраивает, министр МВД РСФСР, да, где-то на кого-то там, может быть, грубо повел или еще что-то такое, а может быть четко, жестко по закону взял и отрезал. И вот понимаете, личностные задели, и люди поднимают эти вопросы, а может или не может. Нет, мы смотрим на этот вопрос по-другому. А какие-то еще есть вопросы по депутатам? Кто такие депутаты? И даже еще раз можно сказать, смотрите, это в первую очередь это личностные качества. Личностные качества, они поднимаются, почему и задаются вопросы. А что, как у вас семья, дети, да, там что? Мы понимаем сейчас очень трагическое, институт семьи, он разрушен, это было поставлено в планах тоже этих мракобесных хьюстонских планах.
разрушить институт семьи, потому что ячейка общества, семья, это очень, с этого улыбка появляется. Вот. В школе нас не научили, откуда берутся деньги. В школе, это в СССРовской системе минусы. Откуда берутся деньги, не научили. Не научили, а все этот аист приносит, откуда берутся дети. В школе как-то не было такой ясной программы. Может быть, у меня так. Вот. То есть, как создать семью. Какую-то вот интересную, все-таки такую природную надо было придумать. Вот откуда, как семью создать. Дальше, что такое здоровье, в школе не давалось. Вот есть у нас медпункт, вот, и все. И на самом деле было так, когда если заболеешь, то иди. Ну ты ж не больной, нет. Ну и пошли играться. И не давалось. И на этом что? Нас подловили. На здоровье нас сейчас всех, да, видите, что творят. Потому что институтов здоровья нет. Есть институты больниц, больных, названия все. А следующее что? Как купить, да, дом, квартиру, машину, вот все-таки на самом деле, когда вот такую даже цель. А почему? Но в законном, в государственном законном порядке. Вот такие вопросы, они в школе почему-то не давались. Что-то еще такое. Как-то так, обошедшее было. Но ничего, мы можем исправить, те, которые сейчас поднимают эти. Но зато все у нас было безоплатное образование, безоплатное, легко, здоровье оно было везде. В плане того. Поэтому отсюда возникает качество. Мы с детства видели коллективное, а как вот у него в семье строились отношения. Понимаете откуда? Вот почувствуйте, мы раньше знали в квартале, вот кто многоквартирные дома, да, в подъездах кто живет, кто каких. Вот просто мы, впечатление качества уже передавалось. Сейчас на одной площадке люди не знают, что, кто живет и кто чего. Вот, с личных качеств. А дальше выдвигается кандидатом в депутаты и начинаем обсуждать, и жестко обсуждать. А хочешь ли ты с таким дальше идти? А необходим ли нам такой? И вот это еще раз, депутаты сейчас, пожалуйста, давайте берем на себя ответственность коммунистов. Вот то, что кто раньше были коммунисты, вот это вот нету сейчас, пока нету широкого движения, хотя есть у нас партия тоже коммунистическая. Значит, депутат должен обладать этими качествами комиссара, политрука, замполита, коммуниста в первую очередь. Потом это исказили. И потом уже в 60-х годах, помните, я начал с 53-го года, искажение через что пошло? Через партию тоже пошло. Там подкупали в первую очередь. Почему у нас мышление сейчас? Партийцы предали. И кто на самых высоких должностях тогда были, их подкупили через их семьи. Это история, это правда. Значит, там как раз самое сильное место было. Далее, когда он видел, что надо срочно через партийных исказить, подкупить, испортить. И так оно произошло. Значит, мы сейчас должны это наоборот взять во внимание, как через депутатов. Вот эти качества теперь профессиональные. Профессиональные, значит, не знаю, вот я не знаю этого, а как раз окунись и в это, я не знал, что такое депутатство. И начинаю изучать закон. В прошлый раз мы говорили. Окунись туда, начинай, и ты увидишь, через время тебя будут обращаться и спрашивать, а подскажи это, а дай это, скажи. Значит, ты уже профессионал в данном месте. Поэтому не бояться этого. Все, если вопросиков в этом нету, давайте перейдем ко второму вопросу. Это разное из позиции, знаете какой? Смотрите, мы подняли в прошлый раз вопрос Тиньянова, я с ней разговаривал, даже группу организовал уже, да. Сейчас она туда скинет общие планы наработанные, вместе проработаем по пенсиям. Но единственное, смотрите, нам приходится работать, внимание, на территориях на своих с кем? Хочешь не хочешь, с РФовской системой. Значит, на первом месте идея нашей жизни. Вначале наша жизненная идея подталкивает нас заявлять о себе вот в РФовских структурах. Подходите так. Это, не знаю, может я неправильно говорю, но я подхожу так. Что меня заставляет идти в РФ? И мне не хочется туда идти. Но я вынужден это идти. Вот по ЖКХ в системе там разбираться до сих пор. Вот в тот раз рассказывал. Вот по этим не финансам имеется в виду, по пенсии, вот видите, вот пошла, вот созданы у нас комиссии, комитеты по народному контролю, они с этим уже работают. И мы именно включили, проработаем эти вопросы, и тогда, скорее всего, веером и на школе депутатов, и в исполкомах, что делать. Но только чтобы это еще раз не превратилось, что мы боремся с РФ. Нет, мы о себе заявляем.
то есть уведомительное такое. И так, сейчас я отключу экран тогда. Вот. По этому вопросу, кто хотел бы что-то сказать по пенсионным моментам? У кого есть наработки, кого включить в эту ну, комиссию такую собрали мы сейчас? Комиссию или группу? Скорее так, комиссия это у нас на местах. Вот кто-то хочет, вот этот вопрос прорабатываем. Второй вопрос по ЖКХ. Вопросы ЖКХ и все остальное, внимание, еще раз так. Не решается ни один вопрос, если на месте не создан исполнительный комитет. Никакие вопросы не решают. В одиночку будете бороться с системой. Вы ее поборете, пытались. Не получается. Ну просто закроют, просто повяжут. Просто сейчас еще вопрос, тайный такой секретный вопрос. Это организуем все-таки депутатские удостоверения. Организуйте, они очень помогают, они работают. И давайте заявлять. Кнопку люди войти не могут. А как ее активировать, кнопку? Активировать кнопку, это подключиться, да? Вот. Владимир Николаевич, а в группу пенсионную вот эту вот можно войти и ну, работать или просто участвовать? Напишите, Потому что да. Вы от Краснодара необходимо даже. Да. Напишите. у нас паспортно-визовая служба, мы этот вопрос сейчас очень серьезно обсуждаем, разрабатываем, так что у нас много наработок. Все, вот такие нам сейчас необходимы, потому что через эту группу, то, что вы уже сказали, дополняю. Через группу мы выработаем последовательные, максимально подходящие ко всем на всех территориях действия, что делать с особенностями. Будем. Смотрите только свои особенности. Вот к этому мы хотим. Ну, потому что, ребята, мы чувствуем, да, что сейчас по деньгам будут кое-какие у нас отклонения. Так, что я хотел? Подключить. А как подключить кнопочку? Подключить хотел бы, а что-то не знаю как. Нажимаю, но у меня сейчас, видимо, когда выключено, только тогда могу кнопочку нажать. Сейчас кнопочка не подключается. Сейчас Фамилию напишите, кого подключить, попробуем. Да, напишите фамилию и попутно, чтобы не отвлекаться, потому что... Вот, это первый вопрос, будем так решать. Давайте выработаем механизм. Вы понимаете, сейчас даже не вопрос вот по пенсионному, да? Такой же вопрос по ЖКХ. Да, мы прорабатываем в школе БТИ уже четко, какие должны быть эти самые органы управления, да, то есть отделы, комиссии какие. Да, мы это прорабатываем, но мы больше необходимо нам сейчас выработать, как правильно делать. Как правильно шаги, чтобы они были повсеместно потом принять решение и сделали. И при этом в законном порядке, что даже Рефия как минимум не может ничего сделать. Не может. Такие же шаги было уже сказано, но не доработаны. Это третий вопрос. Это подать уведомление, запросить уставы на местах и запросить этот самый. Вот в Алтайском крае я просматриваю по чатам, там, где я есть. Вот. Хорошо не удалили. Благодарю. Вот, просматриваю. И ту, которую я давал, я смотрю, прям скопировали, молодцы, и дали, донесли для остальных граждан, да, вот по этому самому, по архивам, как запрашивать и тому подобное. Это же очень, чтобы люди видели. С этого начинается Родина, понятие. Где эта Родина? Через кого? Как это делается? Следующий будет вопрос. Через депутатов. А депутаты через что? Через органы самоуправления, самовластия. Это что? Это исполнительный комитет. А соответственно, как это сделать? Это в исполнительном комитете, вплоть до того, что дополнительно, может быть, организовать такую комиссию, такую структуру по работе вот сегодня. Стихийно, случайно, а вот надо поддержки граждан. И туда вносятся уже нами проработанные вопросы, понимаете, чтобы не заново, иначе будем терять время. Что, обучаться? Зачем это? Вот, следующий вопрос, это вот, но начинается еще раз уведомление, получить на месте устав
своего уровня и задать вопросы, был ли переход и что передавалось, и куда передавалось. А потом дальше работаем эти вопросы. Еще какие вопросы вот теперь, какие вопросы вы считаете еще нам необходимо поднять на месте? Владимир Николаевич, у меня есть устав Астрахани и города Майкопа. А если можете Майкопа, дайте, пожалуйста. Астрахани, он там немножко. Майкоп у вас АССР там? Майкоп — это вообще Краснодарский край. Ага. Будьте добры, Майкопа, если скиньте мне в личку. Я хоть посмотрю то, что это можно. Галина Павловна, руку подняли. Да, всем здравствуйте. Вот я хотела задать такой вопрос. Допустим, существуют исполкомы. Почему исполкомы не выполняют свои функции вот этих вот запросов, чтобы всем остальным гражданам, просто обыкновенным человеком, легче было справиться с этой задачей? То, что касается ЖКХ, то, что касается вот пенсионных фондов и так далее и тому подобного. Почему не делаются запросы в администрации и так далее? Я конкретно говорю по Сочи, потому что был у меня задан такой вопрос зампредседателю, мне сказали рано. Я как-то не понимаю, когда будет поздно уже. По-моему, уже поздно, а не то, что рано. У кого это надо спрашивать? Кому они тогда подчиняются? СНД, не СНД? Кто за них эту работу должен делать? Чтобы людям легче было идти вперед и совместно делать, объединяясь. Вот меня эта задача очень, очень волнует. Почему те люди, которые выдвинулись, которые хотели это делать, не делают? То есть числятся на бумаге, а результата нет, я пока не вижу. Угу, угу. Вы очень, немножко у вас такой вопрос, очень хорошо, даже я обычно на вопрос, как бы вы ответили. Вы, собственно, и ответили, и немножко вопрос, даже можно сказать, с возмущением, да? Вот смотрите, даже очень хорошо вы сейчас подтвердили и поддержали. Вы поняли, что именно с этого начинается, да? Вот сейчас, Галина Михайловна, вы правильно сказали, Галина Павловна, вы правильно сейчас сказали, что а кто есть кто? Вот когда разговор потом встанет, кто есть кто? А это ваши? Это же вопрос отвечает на ЖКХ потом. Вот смотри, какой вопрос мы потом не трогаем. Как только будет у вас запрос, уведомление. Друзья, товарищи, вот смотрите, Родина с этого начинается. Запросить, и там этих 9 пунктов, а передавалась ли земля, передавалась, помните, объекты и все, особенно у вас на месте. Расписывайте, если железнодорожная у вас станция какая-то, вы количество вагонов даже опишите, сколько там числилось за вашей станцией. Вот Чапаевский есть под Самарой такой тупиковый, да, туда загоняли, там этих вагонов было. Это специфика данного района. И почему? А когда вы будете поднимать вопрос ЖКХ, то же самое, а передавалось ли где-то куда-то трубы, канализации, провода, столбы считались ли? Вы понимаете, как легко разговаривать будет? Просто вопросом, а можете дать подтверждение, что это откуда перешло к вам? Почему в ЖКХ, помните, есть вопрос-ответ? Они нам услуги предлагают. И за услуги мы должны платить. А остальное, они не обладатели. Мы не говорим о недрах. Они не обладатели даже газа. Они не обладатели света, они не обладатели то, что вот нам предлагают. За что нас в 2-3 раза сдирают деньги. А для этого достаем бумажку. Ой, а у меня вот здесь, знаете, вот есть такой-то ответ с администрации. А не переходил от СССР. Не можете подсказать, где это найти? Задавать вопрос надо им. Здесь напрашивается третий. Пока вы вот это держите, а рядом ваш товарищ такой же, говорит, слушай, а я вот здесь листаю вот на 52-й странице устава вашего города и начинаете читать. Потому что там есть очень серьезные вещи, мне сейчас тоже у меня в районе, в городском уставе уже нашли. То же самое, просто у меня в деталях нету, нашли мне по телефону трижды сказали, уже рассказали, что а там четко написано, откуда поставка идет и как поставка идет. В уставе. Кто-то что-то там хотел.
Хорошо, вот такой репликой, вот как сейчас Галина Павловна, она подтвердила, и это касается не только Сочи, это касается вот какого уровня, вот вы депутаты, здесь председатели, на своем уровне задумайтесь, пожалуйста, но с этого начинается. Иначе, если мы сейчас задумаем, как идти в школу, как в школе опять с рамками бороться, ну, вы кто? Вы кто? А захватчики будут говорить, да наша школа. Это наша школа, мы что хотим, здесь и творим. Мы и творим, что хотим. Вот захотели, рамки поставили, хотим, еще посыпем дуст там и что угодно. Там надо ж обеззаразить всех сразу. И они правы. А вот когда вы достаете тут, подождите, подождите, а вот у меня это здесь вот документы есть, а вы откуда? А можете дать, как школа вам перешла и так далее? Вот такой язык, мы его выработаем, как правильно задать даже эти вопросы. Я сейчас утрированно так говорю. Вы понимаете, как один раз, если получим вот это, и давайте пробьем, они не хотят давать, я вам сразу говорю, не хотят устав давать. Устав запрашивайте еще, Елена Юрьевна сказала, по-моему, через налоговые, пока еще есть налоговые, их нету, статья 5 и 12 там, или 3 статья и 12 решает все. То налоги отменены с 2018 года, а статья 3, по-моему, говорит о том, что все споры в налоговой решаются в пользу налогоплательщика. Нет налоговой, но там можно достать. И, кстати, я тоже с Москвы, мне говорили, еще где-то говорили, что именно через налоговую доставали. Доставали уставы организаций тоже. Какие еще вопросы? Давайте поднимем вместе теперь. Какие больные вопросы на местах? Слово «больные» некрасиво. Вот то, что успешно мы решаем, помните, там написан вопрос был, успешно и что-то у нас не очень бывает. С какими вопросами мы сейчас решаем? Хотелось бы в духе, в динамике развития полностью нашего СССРовского так направления государства. Сейчас прошли, видите, по кооперации заходим. На самом деле нам срочно необходимо задуматься, как мы друг друга будем кормить, одевать, безопасить. С этого начинается Родина. И очень многие представители, предприниматели на это отозвались. А почему? Здесь очень хороший тонкий вопрос. Предприниматели – это ушлые, предприимчивые люди. Они такие подвижные. И если мы среди них найдем нравственно порядочных, все, это наши люди. Это будущие руководители. Потому что он знает, как хозяйство работает природно, и его надо ставить выше, он будет управлять, подсказывать, помогать. Он уже от Бога данный такой. Но единственное качество его должно быть – это нравственная сторона. Вот по пенсиям уже, сейчас мы его так вот, Надежда Михайловна, прежде всего запрашивать пенсионное дело, выплате дела, справку. Вот видите, ну, Надежда Михайловна, вы, помните, я вчера с вами разговаривал, зайдите, пожалуйста, дайте ту информацию, которую можете дать в группу. Вот сейчас тоже некоторые попросились тоже подключиться в эту группу. Мы там вместе выработаем, что необходимо прежде всего. То есть вначале и вам просил, я там в группе прям вверху написал, или видео там голосом написал. Дайте общую характеристику, буквально 5-7 минут. Общую характеристику, что вы наработали, что вы накопали, как глубоко, как широко ямку эту выкопали, куда будет стекаться все. И четко ваши раз, два, три, четыре, там максимум 7 действий. Что необходимо делать? Это то, что вы вот сейчас сказали. Что прежде всего, что менее всего. И в конце это жирная точка, потому что на руках у нас уже все будет. Чтобы мы не переписывались вот так. И, соответственно, следующие вопросы также будем решать по ЖКХ, БТИшные и так далее. Вот, по кооперативным движениям, там, видите, решаются вопросы, и вопросы оттуда и финансирование само собой подойдет, как необходимость обменов, зачетов и так далее. Еще какой вопрос хотели бы поднять? Извините, но у нас Нижнекамский, исполком по всем инстанциям уведомления отнесли. Разговариваем с начальниками этих управляющих. Угу. По отдельности как человеку готовим документы, они сами идут с требованиями. Но они чихать на всех хотели. Да, есть такое. Поэтому
видите, вы немножко своим путем идете. Я бы видел по-другому, из опыта еще ревновских времен. Потом мы так делали, отдельно взятые и так далее. Первый раз уведомили, а после уведомления там дается время, это будет то-то, то-то, то-то. На основании этого делаем то-то. А что делаем? После уведомления чуть ли не обозначить надо, что вы нарушаете то-то, то-то, если нет этого, понимаете, если он не ответил на уведомительную часть, если не пошел навстречу, то вы нарушаете то-то, то-то, то-то. Наши законы показывают, не ихние. А если есть и ихние нарушения, то и ихние показывают, потому что, видите, идут смело, отключают свет без всего, геноцид полный. То и ихние законы. А на наших советских законах вручаем им, и чуть ли чтобы они начинают понимать, а что СССР, что-то СССР, вы понимаете, как дальше работает? Не доказывая им. Хорошо развернуть так, чтобы они сами начали это искать. И как только окунутся в интернет, они начнут понимать. Таким образом мы покажем, что пора бы думать как в СССР уже, как нам вместе делать этот СССР. Отключают, ну это проходили мы. Вот видите, это я опять слышу, да, на самом деле, вот эти отголоски, через что мы страдальчески проходим. Но зато тот, кто прошел через отключение, и не один раз, тот, кто стучал в двери, а ему оттуда, кто такой? Физическое лицо. Но сейчас, когда, еще раз говорю, из опыта, когда представляешься, документы показываешь, а что вы на это скажете? Я бы хотела разобраться, и я не против, если вы мне поможете. Вы чувствуете? Это не под него, а это сверху. Вы же большой начальник здесь, да? Вы начальник. А я бы... Нет, я не начальник, я вот помощник, я там этот самый. А можно самого начальника? Чувствуете тон? Когда разговаривать, как правило, выходят помощники и тому подобное. Вот в ССП я ходил. Записывайте. Вот так общение. А я бы хотел встретиться с начальником, с директором или что, с управляющим. Сразу раз, и человек себя опустил. Вы его опустили уже, не обижая его, потому что у него есть начальник. А начальник там еще такой. Начальники все, это исполнители. Это сами не думают, говоря фи. Таких там не держат. Вот. А могу я встретиться с начальником? А как мне встретиться с начальником? Вот чем трижды вот так скажете, тем ниже вы его опустите, заземлите. А как мне? Хорошо, ну вы все-таки выше руководитель отдела там или чего-то. Вот у меня вот такой-то вопрос. И достаете. Раз. А как, вот очень хотелось бы, вы все-таки руководитель. Как вы думаете? И давите. Чувствуете, как давите? Вот так. Как бы вы ответили мне? Вот если вы это я, а он тоже они граждане, они также мне рассказывают про своих родителей, как там тоже отключили, говорит, газ отключили энергетикам, энергетики отключили свет газовщикам, и там идет борьба. Поэтому нам нужны будут вот эти последовательные действия, уведомительный характер, потом после, в зависимости, что ответили на это уведомление, следующие действия. И третье, возникает вопрос, потому что там будут, а дайте ответ, пожалуйста, на это. И он когда на уведомлении, что не принадлежит ему ничего, тогда кто он? Он как минимум должен быть тихо-тихо сидеть. Или возникает у него вопрос, а что делать дальше? Советская власть идет. Делать нам добро. Прячьтесь. Прячьтесь, мракобесы. Идет советская власть делать нам добро. О, моим детям идет делать добро. А ты прячься. Обворовал, сейчас отнимут, они боятся. Все отнимут. Ладно, это в полемику ушел. Что еще? Что еще? Вот я бы вот так вот прочитываю его здесь и вижу, что ну вот так будем искать ответы, какие-то действенные. Коллеги, я почему это говорю и так подхожу? Для меня либо вообще закрыть школу депутатов и делать то, что я делаю. Много есть что делать. Либо вообще в жизни опять менять что-то. Почему? Меня научили быть летчиком. Сейчас я из вас летчиков буду делать. Я вот вчера шел, вечером сейчас там тоже разговорились, и я говорю, слушайте, я понял, что такое здоровье, знаете где? Когда я уволился с это самое по состоянию здоровья. А потом опять восстановил здоровье и прошел опять летную комиссию. Я говорю, я понял, что такое быть здоровым. В среде надо находиться. У летчиков
Вот внимание, там перед полетом 2 часа отдыха. И нас как курсантам, если увидели, что ты в это время не отдыхал, лежи с открытыми глазами, закрытыми, но в постельке. Представляете, как приучали быть здоровым, оказывается. Обязательно это необходимо выполнить. Тогда ты будешь летчиком, нездоровый поэтому. Обязательно перед полетами не стартовый, завтрак. В столовую приходили, нас записывали на карандаш. Не пришел летчик в столовую, я дома поел вкусно и все. Нет, вот поел, приди за стол, посиди, вставай и иди. Вы чувствуете, я вам рассказываю, откуда здоровье бралось, почему летчик. Он обязан это пройти. Сидит врач, смотрит, кто присутствовал в летной столовой, и потом идешь давление мерять. И он отмечает, что был в столовой, или спрашивает, а почему в столовой не был? Командиру докладывают, командир может отстранить от полетов. От полетов это не летчик. Почему? А потому что это безопасность полетов. В нашем случае, если мы не выполняем какие-то определенные вот эти вот, нету у нас данных по нашей территории, не выполняем, мы не безопасность жизни получается. Там безопасность полетов, а здесь жизни всех людей и граждан, проживающих на данной территории. Вот почему я так жестко и говорю, если нет у нас результатов, не будет результатов, не тем мы заняты. Результат летчика, он должен быть здоров и он должен выполнить задание. Взлететь и точно приземлиться. Приземлиться, конечный результат должен быть. В нашем случае что? Не депутатиться. А для чего мы депутаты? И сегодня мы прошлись, кто депутат? На месте, на данной территории разобраться надо с территорией, что есть, какой ресурс у нас остался после боя, кто остался живой, кто раненый, кто что может выполнить, патроны пересчитать, снаряжение одно другое. И что? Вот это депутаты. Что у нас осталось? Сколько комбайнов готовых, не готовых, и кто эти люди, кто сейчас с этими техникой и так далее. А насколько готовы взять и выполнить то, что сейчас продовольственную программу поднимаем? Пошли немножко другим путем, ну и таким, через кооперативные движения, через предпринимателей. Если этого результата не будет, если вы не получите, вот первый, это подготовлю еще раз шаги и выставлю, это сделать уведомление на устав. Да поднимитесь выше, он здесь есть. Перекиньте еще, пожалуйста, ниже. Устав и сделать запрос по активам, нашим активам. Почему жестко так подхожу? Вот там я поддерживаю Галину Павловну, да? А мне все равно, в Якутске кто ты там рулишь? Какой ты якут? Узкоглазый, широкоглазый. Мне до хрени. Почему? Да потому что это мои алмазы. А ты там живешь, так будь, пожалуйста, живи, удовлетворен. Ты же за это... Да мы счастливы, что ты там способен навести порядок. Это мои алмазы. В Карелии это мои шунгиты там, или что там, чем отличается Карелия. Восток дальний там, рыба. Банками считают это икру, а рыбу выбрасывают. Это что, хозяйственный подход? Понимаете, это моя рыба. В Крыму это не мое, это ваши здравницы эти. Смотрите, во что их превращают. Искусственно сейчас этими делают это тектоническое оружие, самое опасное. А это природное оружие, харпы, все изучали 20 лет назад, когда приезжали с Америки, очень интересно рассказывали. Говорят, вот оно работает в действии, точечно уже работает. Накрыли побережье, а на побережье легко здесь работать. И все, и вот оно, создается что? Невыносимые адские условия, чтобы люди съезжали. Кто там сочинцы у нас? Галина Петровна, да? Павловна, да? Вот Светлана, повернитесь в другую сторону, мост вот этот возле Светланы. Посмотрите, выйдите на середину моста. Светлана Павловна, вышли, да? А вот теперь посмотрите вправо, вот не в сторону моря, а туда, в горы. Посмотрите. И что там, видите? Вот дом, а на этот дом прилеплены еще 3 дома. Прям вот на скале, как ласточки эти, гнездо ласточки. Ласточки гнезда так лепят. И вот поналепливали этих вот гнезд вдоль этого оврага, вот, который уходит. И вот теперь что? Создали искусственную вот это вот лавину. И эти граждане всех смыло. Это граждане и сами не думали. А в этом государстве, которое, не нужна была там за деньги все делалось. Я знаю, я там БТИ удостоверение когда-то показывал по борьбе с коррупцией. И мне тут же выдали
Рассказываю вам. И тут же мне выдали выписку в БТИ, в этом самом, в Сочинском. Выдали дом, территория там на 8 домов. И я являюсь учредителем земли под этими домами. Я покупал там квартиру. Я по сертификату военному покупал там квартиру 100%. А мне участок, оказывается, я учредитель этого участка. И тут я достаю удостоверение, говорю, а ну-ка разберемся, это что? Через час мне переделали документы и сделали как положено. Вот что там полный бардак. И никто разбираться с этим не будет. Почему я вот так уверенно и говорю? И вот это вот, посмотрите, эти овраги, вот я вам конкретно сейчас глазами Галины Павловны сказал, сочинцев. Там налеплено друг на друге. Чуть-чуть, фу, дуй, и оно попадает половину. Там, знаете, еще такое, из окна идешь, если в Сочи, из окна такая веревка на дерево, и там белье так, белье висит из окон, тогда деревья, там на соседний подъезд какой-то или еще что-то. Такая, ну такая специфика интересная, кавказская специфика. Вот, но вот понимаете, и почему мы сейчас ставим задачу организовать еще раз это законодательно, что находится в нашем ведении. Я думаю, мы максимально иссякли часик времени, да, поработать вот так. Поэтому, товарищи депутаты, первое что, кто мы такие? Давайте поворачиваться лицом сами к себе. Ведь жизнь, вот жизнь и в космическом плане, мы не случайно здесь находимся. Вот в это нам свыше, вот те, которые здесь эзотериков половина, больше. Вот вам, тебе конкретно поручено в это время, в этом месте оказаться. И кто? По роду по твоему там все любят, общинники там, все из прошлого. Да и тебя товарищи, вот среди товарищей тебя выбирали, тебя избрали, тебе поручили. Ну вот и знаете что? Еще такая есть писк, мода, тренд такой. Окажись максимально качественным, максимально звездяще блестящим в данном вопросе. Ну сделай, потому что потом не переделается. Вы знаете, советская, чем отличается вот эта идеология? Вот вчера так хорошо делали, вот сейчас давайте сделаем этот вопрос. Так хорошо, что вот завтра, послезавтра сказать, ой, вот здесь можно было еще лучше. Но мы не ругаем. Мы говорим, блин, ведь заметили, что лучше. Хорошо, что мы сегодня заметили, что вот вчера можно было. А давай сегодня сделаем это лучше. А потому что, вы чувствуете, завтра мы будем видеть еще что-то лучшее. Ребята, у нас сейчас, вот это вот нам показывают, как силы природы работают. Вот так мы, человеки, когда воплотимся, мы просто этот мир взорвем, весь земной шарик в хорошем смысле. Мы его весь запустим. В капиталистическом мире как? За деньги. Вот сколько денег выйдет, вот настолько вот это вот можно лучше сделать, кому-то лучше. А наша идея, она не имеет ограничений. Мы не за деньги можем иногда сделать. Вот это есть депутат. Проснитесь, пробудитесь. Посмотрите ребенку, когда ребенок улыбается. Почему он улыбается? И вернетесь в Царство Божие. Почему? И тогда мы на это, вот эту идею возьмем и что? Обрамим чем? Законами. И мы вправе, вот ты, депутат, вправе это сделать. Позвонить товарищу, который в Верховном Совете, РСФСР, СССР, позвонить, слушай, вот здесь у нас такое, посмотри, что мы придумали. А можем ли в рамках закона это сделать? Да. Еще потребовать, почему не вчера сделали, а еще думаем над этим законом. Он необходим сегодня, если это надо. Не надо, а необходимо. Вот это работа депутата. Где начинается? Потренируйтесь на местах. Вот тренируйтесь. Тем более сейчас есть информация, там это самое. Сейчас по депутатам обсудился вопрос, да. И да, уже видно. Депутатов даже задерживать не будут. Депутатов СССР. Почему? А потому что вступает в закон, какой там 200, какой там закон этот полиции, что все, кто занимаются, мне где-то в папке надо будет достать, в прошлый раз прочитать, да вы это знаете, что никто в РФ не имеет права по пункт 3, да, по работе СССР и РСФСР ни проверки делать, ни это самое и тому подобное. У меня выписка это есть. Показываю, уже не помню, что в середине. Я говорю, а вы не имеете права вот
Я при исполнении. Я депутат. Депутат тоже, не старайтесь быстро корочку доставать и это самое. Вначале разговаривайте, чтобы убедились с той стороны. А откуда вы это знаете? А кто вы? А можно, а вы так хорошо это разбираетесь, и тогда вы говорите, а я депутат. Еще удостоверение не доставайте. Если знаете, что с этим человеком будете еще когда-то встречаться, не доставайте еще удостоверение, ведите себя так, подобающим образом. Есть наоборот, и бежит с корочкой, там, вот это. Я вот такой-то важный. Тыц по голове, блин. Иди сюда, сейчас мы тебя проверим. На вшивость. И оказывается, человек морально не готов. Вот. А на второй, третий раз, да вот смотрите, вот удостоверение, вы на третий, четвертый раз уж достаньте удостоверение, покажите. Понимаете, почему я себя так веду? Потому что я не могу по-другому. Вот не могу. Вот когда большая жажда, что вы делаете? Вы ищете источник воды. И какой воды? На здоровье. Вот так и я ищу источник жизни. А мы у вас заберем удостоверение. Ну и что? Я же не изменюсь. И с улыбкой ответил. Сказать, не обезоружишь такого человека. Значит, вот эти вопросы, 3 вопросика подняли. Что бы еще видели на местах, вот, товарищи депутаты, на школе депутатов, что еще поднять очень важное? Чтобы, очень хочется, чтобы это сочеталось с школой исполкомов, что-то там творится в Верховных Советах, чтобы это тоже однозначно. Волна, да? Николаевич, можно мне? Нужно. Меня волнует вопрос, что сейчас школа избиркома под руководством Кривенцева отделила тех людей, каких они считают, что их не поддерживают. Хорошо. Но другой школы избиркома у нас пока не образовано. Если школа депутата под вашим руководством работает, это отлично. А школа избиркома другой у нас не образована. То есть, да. И ЦИКа не образована. Не знаешь, кому вопросы задавать сейчас. Уже отделившимся не хочется задавать вопросы. И не получишь прямого нормального ответа. Все у них хорошо. Услышал вас, смотрите, что. Людмила Сергеевна, пожалуйста, здесь напишите коротко вот этот вот вопрос, ссылаясь на Кривенцова даже, что Кривенцов вот где-то работает, там что-то отделились, и мне неинтересно поднимать этот вопрос, это не ваших. Как организовать, что сделать, необходима школа по избирательной системе. Напишите, я это переадресую председателю Президиума Верховного Совета РСФСР. Я не знаю, чем там занимаются. Я этот вопрос дважды был на президиуме в начале, я поднял и задал вопросы. С чего начинается Родина? Вот с этих вопросов она начиналась. Уже прошел месяц. Видите, каким тоном я могу разговаривать с председателями? А почему? Потому что я депутат. А когда я был председателем, я ходил важненький тоже это самое. Но перекрывался, да, потому что меня любой депутат мог спросить. Ответственность я нес. И это вы очень серьезный вопрос задали. Да, должно быть. Параллельно поднимать. И не то, что нам, ситуация тоже надо понимать. Вот такая ситуация, да, после этих переделок, подделок. Кто ожидал, что Кривенцов вот такой, вот так. Я почему-то вот сюда, и здесь я не удалял те или эти депутаты. Я не имею права отсюда удалять депутата, если он не хулиганит по чатам правила. Хулиганили, я удалил 2. Вот. И еще 2 потом удалил, потому что на меня выходили депутаты краев, областей и говорили, вот то-то, то-то, Владимир Николаевич, вот здесь мы решили, все, он не депутат. А если депутат, то он с нами не депутат. Я говорю, все, понял, будьте добры, удалите в чате школы депутатов. Хотя и это я не сторонник этого, да, потому что пускай бы обучались все. Но однако на меня вышли коллеги нашего государственного, так сказать, уровня воли народа. Я их удалил. Вот. А то, что они сделали, он выполнил команду, скорее всего, потому что он не мог догадаться, кто наш, кто не наш. Да, услышал. Часть 13, пункт 2 имелось в виду этого самого.
и 259, по-моему, постановление там в МВД. Прошлый разговор, который я говорил. Хороший вопрос, напишите, и я, соответственно, это самое переправлю и задам вопрос, что у нас, во-первых, с избирательной системой, и второе это вообще понять, сколько у нас депутатов Верховного Совета, Верховных Советов, сколько депутатов. Хотя здесь, еще раз, был долгоиграющий план Рябцева. Я прямо говорю, Рябцева вывела отсюда депутатов Верховного Совета, то есть работали по коварному плану. Вот как работали сволочи 60-х годов, с 53-го года. Они тоже коварно работали и знали, что в 80-х, 90-х что будут делать. Они подстроились под числа, под циклы, под все. Пусть Рябцева слышит, я ей об этом говорил. Она просила меня, не вводите обратно, я думаю, это самое. Я не вводил, потому что мы же работали, раз принято такое решение. А решения вот такими руководителями принимаются иногда коварно, потом это выясняется. Кто мешает депутатам здесь находиться всем? Никто не мешает. Еще вопросы какие есть? Так, хотелось поднять, по погодным условиям уже коснулись, да? Работает, да, в Крыму очень, в Крыму и весь Кавказ, и Закавказье, и не только. И не только. В средней полосе слышу иногда это самое, там засуха, а нас заливает в этом году. Пчелка пока летает, у меня же пасека есть. Как я тащусь, ребята, вот я смотрю, роятся улья. Это примерно как у нас СССР, это раи. Это раи, вот нет единого. И вылетают раи. Но интересно, рой вылетает, старая матка вылетает. Старая, молодая остается. Представляете, она знает, как жизнь обустроить, она улетает, и она обустраивает жизнь. А молодая остается. Вопрос только, а почему роятся? Я как-то разговаривал с одним человеком, я говорю, слушай, а ты до школы депутатов эту тему подними. Вот смотрите, почему столько СССРов и такая высоко организованная жизнь, как в Улье? А почему? А потому что полностью не простроена вот в этой Улье, да, вся цепочка событий не построена. А какая цепочка? Есть пчелка, 41-42 дня она живет. Есть пчелка, которая рабочая, она носит, только улетела, прилетела, улетела, прилетела, улетела, лучше нашла, прилетела, она топчется, раз, за собой толпу увела туда. И они, рабочие, приносят мед. Внутри молодая пчела, она переносит, пасет, там расставляет, раскладывает, готовит для посева, для этого, понимаете, она внутри работает. И по всему, по всей величине охватывается полностью. Если матка хреновая, то ее пчелы отгоняют, они меняют, они маточник тянут. Когда я это дошло, я думаю, а как в жизни у нас? А у нас в жизни наоборот. Наоборот, руководители, го-го-го. Помните, да, начиналось, ну как оно, не хочется фамилии сейчас называть, но тем не менее, Кузнецова, Зорев, мы, там, Валентин Ивановна в свою сторону, ну все про СССР. А кто максимально про СССР? Ну как понять, почему не вместе? Базовое должно быть законодательство. Мы максимально его стараемся придержаться. И почему первый раз? Потому что по закону не все было так, как нам хотелось. Как не хотелось, как должно быть. И вот так вот в этом пчелиннике, сейчас называют человечниками, да, города. И легко накрыть человечник. Чик, эпидемия. Что там по Москве сейчас сложная информация идет. Вот. И посмотрите, что... А если мы все сонастроимся на единое законодательное, а законодательное почему еще делится? Помните, с 90-х годов мы проведем в следующий раз, даже маленькую запись сделаем, как исказили съезды ввели, как президиумы и Верховный Совет и президиум объединили с 90-х. До сих пор наши эсэсэровцы этим применяют, манипулируют этим народным депутатам, которые на съездах. То есть они про СССР, но не выполняют единую вот эту базовую составляющую закона. Все понимаем, что мы на одной территории. Ну и, соответственно, честно, надо понимать, что даже в РФ, те, которые граждане РФ, вы ж поймите, там миллионы миллионов людей. Не думайте, что они другие. Вот у многих что, да вот РФ, вот РФ. И таким образом мы негативим полностью против тех людей, которые там. Не хотелось бы так. Замполит так не поступает. Здесь линия фронта, это не значит вот здесь, вот как раньше, там враги, а здесь не враги.
А сейчас линия фронта, она внутри тебя находится. И мы распознаем уже людей. И мы распознаем людей. Понятно, сейчас идет идеологическая война по качествам нашим. Приказ 249, да-да-да, проверка деятельности граждан СССР запрещена законом. Пункт 13.2. 13.3, ага. 13.2, 13.3. Это то, что я говорил. Вот эту выписку, она у меня есть, обведенная красной. И я обычно МВД показываю товарищам. Говорю, вот видите, вот здесь вы не можете. А почему? А потому что я при исполнении. Но я, кроме того, что председатель исполкома, да, я на самом деле, но вы, если депутат, депутатское удостоверение, под вас тоже это косит. То есть вы тоже при исполнении, получается. Всегда можете вот этот приказ показывать. Но опять, все, победа на нашей стороне по всем уровням, ребят. Вот смотрите, вот эти приказы, постановления берем на нашей стороне. Берем Конституцию РФ, которые нет, которые говорим, а нету, запросы делают вот в архиве. Ее нет, так нельзя, меня отключать нельзя. Вот. По архивным данным на нашей стороне, территория на нашей стороне, Конституция на нашей стороне. И самое-самое, не доставайте самые важные козы. Это ООН. Мы понимаем, что ООН вместе с, там все куплено-продано, да, с Минздравами, с этими, с ВОЗом. Но когда достаете вы еще 5-ю статью ООН и говорите, вы просто скажите, а вот вы хотя бы в ООН, это же международная организация. А там Российская Федерация вообще как лидирующее место занимает? Нет, ООН же было создано при СССР, можно вот так поиграть. Российская Федерация. Посмотрите, что человек ответит. А вы, ой, вы знаете, у меня вот здесь есть выписка. И достаете. Это самый крайний козырь. С него не начинайте, иначе вам не о чем будет потом. И человек займет позицию такой, да, ты вообще здесь не тот. А вы когда крайний, вот посмотрите, я удивлю. Вот я говорю, я когда это достал, я удивился. А кому я служил еще в Совет, офицером? Когда в ООН СССР, а меня увольняла Российская Федерация. А вот она, на основании ООН, она не могла меня уволить. Я до сих пор, офицер, горжусь этим. Вот эти поэтому приказы, постановления, вот так работайте, товарищи депутаты, это умение вот так. И вас будут распознавать уже вот таким образом. Меня приглашают коммунисты здесь тоже. Сейчас, знаете, да, там разборки идут, слияние коммунистов, не слияние, там Мироновы, не Мироновы, Зюганы, там идет противостояние и в то же время слияние, разговор такой. Единственное, что-то они Вольфовича там по боку. Я с коммунистами разговариваю. А что с ними? Такие, знаете, такие индивидуальности. Да вы что, да он там разврат. И начали мне такие факты выдавать про Владимира Вольфовича. Я аж так, я уважал его как мужика. Ну, оказывается, он мужик. Такой, но развраты недопустимы. Тоже тонкости как. А этот, говорит, фамилию не буду называть. В какой город он не приезжает, он заказывает гостиницу и туда сразу девочек. Ладно, говорит, хоть девочек, не мальчиков. Ну сейчас же все там эти в думах, вы понимаете о чем, да, там. Вообще такие вот слушаете, я говорю, так мы будем говорить о... А мы, говорит, с ним не будем и не хотим. Это что такое? Это разврат, это что? Как его народ верил? А он устраивает вот такой, в какой город не приедет, вот заказывает. Вот факты, что уже выдают. Я говорю, а подтверждение? Поэтому я на словах говорю и фамилии не называю. А подтверждение, потому что, говорит, это уже свои люди в охране находятся. Вот так чуть-чуть отвлеклись. Ну вот и все. По погодам мы поговорили. Погода печальна. И вот это климатическое оружие, вот сейчас Кубань смотрю, просматриваю, что да, Краснодар и тому подобное. Солевые потоки по Ростову и все. Крым чисто накрыли психологически, морально и тому подобное. Вот вчера, вот здесь солнце светит, а вот там мигает, моргает все вечером. То есть точечно работает так, как работает. И ливень такой, 3 дня ливень, я здесь то умолчание, то интернет отключилось, то еще. Это что? Это не случайно. Это управляемо. Не было здесь такого. Значит, овощи, фрукты не растут те, которые росли 3 года назад. Коллеги, химтрейлеры проработали свое дело. Не растут продукты. Химией нас будут травить.
Поэтому нам очень необходима вот эта продовольственная наша программа в лице того, что сейчас организовывается через Верховный Совет СССР, да, прорабатывается через председателя Совета Министров СССР, РСФСР, прорабатываются вопросы коллективных хозяйств в лице. Но опять эти хозяйства где должны возникать? Через нас, депутатов, возникать в СНД, в исполкомах. Помните только одну сохраните, что потом, ну я просто впереди убираю боль впереди убираю. Помните, СНД рулит всем, Совет народных депутатов рулит всем, качество депутатов какое будет. Что значит рулит всем? Избирайте председателя настоящего, кулакастого такого. Сказал по букве закона, я отвечаю, пока вы меня избрали. Я буду перед вами, я отчитываюсь перед вами. Понимаете, СНД избирает исполнительный комитет, а он создает там команду, которая обязан выполнить что? Все, что с СНД, наказы идут. Все, что по плану СНД. Законы, читайте, да? Совета народных депутатов, законы. А там написано, что на сессиях, какие вопросы поднимаются, будем поднимать, да, тоже. Какие вопросы. И кто их исполняет? Исполнительный комитет. Просто это понимать надо. Когда понимаете, потом точку болевую вот эту убираю. Не будет конфликта между председателем и СНД, и депутатами. Потому что потом возникает конфликт, особенно когда исполнительные органы, председатель исполкома, когда мощный, сильный, все, он начинает развиваться, и все. И вдруг он задевает интересы там, депутатов, там еще каких-то этих самых. И чем сильнее он становится. А некоторых потом перекосы идут. Перекосы. Он уже очень важным становится. Я же председатель исполнительного комитета. Но это сглаживается, когда вместе мы работой загружены. Вот как вот тут Улей, который я сказал, когда вместе, там не роится ничего. Никто никуда уже не откалывается. То же самое по исполкому. Все, друзья, товарищи, 1:30. Вы на самом деле лучше, потому что мы вместе с вами затрагиваем, во-первых, вопросы, не стесняясь, и затрагиваем, потому что ждать завтрашнего дня, который кушать-то сегодня. Вот. Какие еще вопросы? Пишите сюда. Тем не менее, вот это, что нацелились пошагово, планово прорабатывать все вопросы, так и будем. И тогда, я думаю, включится через исполком, потому что я через исполком... Нету голоса исполкомов, сильного нету голоса, честно скажу. Хотелось бы у кого-то это самое, посматриваю, Краснодарский край хотелось бы объединить, там столько движений, столько многого. И мне это знакомо, потому что начиная еще с Евглеевским, когда там носились, когда вот Царство Небесное, Николаевич, как Бугрин там занимались по Краснодару, Алтайский край. Чуть ли не приписали, что я там земли какие-то скупил, купил или еще. Что только не придумывали. Просто там приятно, интересно, пуповина мира в Алтае. Активные люди. Знакомых, да знакомых везде много. Вот Сибирь, посмотрите, как просыпается, как работает. Очень мощно. Все-таки учиться можно практике больше, это Томск. Но хотелось бы весь фокус перенести, это в Самару, Екатеринбург, вот Уралье, Самара, вот сюда. И почему не дают, почему разрывают? Внешние силы не дают. Смотрите на это, масштабируйте вот так. Хорошо, что там есть у нас в Самаре, звездочки, которые не тухнут. И поддерживают одновременно, в то же время всех готовы поддерживать. На базе чего? Единой Конституции. Но нас на Конституции и поломали тогда. Это Новикова, как вспомню. А кто Конституцию еще? Каким документом подтвердите Конституцию? Как задал такой вопрос. То есть вот что. Поэтому мы на правильном пути, благодаря таким, как вы, наилучшим образом. На сегодня большая благодарность всем, кто выдерживает, кто стойко. Вот те пугалочки, которые идут сейчас и смс-ками передают, что другого? Либо смерть, либо второе, жизнь. Поэтому пугалочки не смотрим. Остается только жизнь. А теперь, как жить? И делаем лучшее из лучшего, наилучшее. И делимся этим. Поэтому будем опираться. А что уже сделано? Сегодня хотелось так, а будем в следующие разы. Во второй части вопросы-ответы. Это что проделано, охватывать территории, разные территории. Как вы видите, какие у вас плюсы есть проделанные и над чем работаете.
Ирина Юрьевна, вы здесь, слышите нас? Алтай. Хорошо, от Алтая, кто там еще есть? Так, это самое вышло. Ирина Адамовна, вы Нет, здесь? я здесь, Владимир Николаевич, я здесь. У меня просто связь такая. Ага. Ваш голос. Ирина Юрьевна, ну коротко по Алтаю, потому что у вас вот так комплексно работает. По Алтаю, над чем вы сейчас работаете? И ну, где хотелось бы лучшего? В какой области? Работа как и шла, так и продолжается под руководством, как было руководство, такое и есть. Присутствуем мы на ваших школах и на школах ЖКХ и Над так чем в далее. То Алтае есть вы работа, работаете? Вы в Алтае над кооперативы чем? сейчас. Кооперативы создаем, работаем с предпринимателями. ЖКХ открывается ну, в новой, конечно, уже форме в горисполкоме, но Ирина Адамовна расскажет. Значит, по военкоматам работа идет слабо, потому что на сегодня чувствуется, что безопасности там у нас пока нет. Надо будет нам на верхах создавать все-таки этот отдел при министерстве. Ну и хорошо идет работа по медицинской части. То есть у нас министр на территории края, Татьяна Александровна, она постоянно в курсе держит, ну, активная женщина. Ну и, в общем-то, по профсоюзам тоже начали работу проводить. По профсоюзной линии, то, что везде надо будет и на производствах, и в исполкомах, именно сила это профсоюза будет. То есть это уже не то, что депутатская сила, это уже в подтверждение тому, что все-таки люди на территории края рабочие все, работающие, трудящиеся, так скажем. Вот это вопросы вот эти вот решаем. Ну и открываем, конечно, предприниматели подключаются, но мало. И очень много вопросов незаконных, мошеннических действий со стороны псевдовластей по поводу забора земли. Это из 800 участков на территории Первомайского района у меня 100 уже отжали земли. Ну, мы, соответственно, не очень-то можем пока этому противостоять, но законодательно по СССР, СФСР вопросы решаем. И люди как-то, знаете, приблизились, ближе стали к нам, как к райисполкому, исполнительным комитетам на территории. Ну, как-то, знаете, доверяют и верят в нас. Поэтому, ну, никак нельзя работу приостанавливать. Вы сами понимаете, ну, тяжело в наше время, и поэтому мы должны их поддержать, именно объединить всех и поддержать. Ну, вот так как-то. Вот я даже сожалею, теперь надо было вот это вот сразу начинать после документа, вот так вот. Будьте готовы, давайте в следующий раз вот так поговорим, с вами поговорим, Давайте. поговорим. Вот вас я плохо. услышал, вот так услышали все остальные, ну просто мотивация, вот, да, такое монарховское слово. То есть Мотивация у нас как раз идет от нас, и вы очень хорошо сказали, что линия фронта – это линия фронта в душе каждого депутата, каждого трудящегося на сегодня в наших регионах, товарища, который уже начал понимать, что что-то тут не так. И спасибо вам, Владимир Николаевич, что вы так прямо объясняете доступным языком для каждого из нас. Очень вас благодарим. Ну, давайте какие-то, если вопросы. У меня вопросы безопасности первое. У нас на территории края работает начальник управления МВД. Ну, конечно, поддержать его мало чем можем. Сейчас вторая группа у нас собралась военкоматами. Ну, скажем так, занятия их военкоматами давала я им задание, да, что сделать. Но так и не дошло до этого. Дай бог, чтобы как-то развить это. Но делиться-то нам нельзя никак. Чтобы на территории, допустим, какой-то области, края было вот 3 движения. Это уже смешно для граждан, которые начинают просыпаться просто. И мы этим клоунадой вот этой вот их пытаемся удивить, что за бред мы несем. Один то говорит, другой это, понимаете, вот палки в колеса-то вставляют, а нам бы не хотелось. То есть мы стараемся сглаживать эту ситуацию. Если к нам обращаются, что вот там какая-то группа отделилась, ну замечательно, если они вам помогут в чем в ваших решении вашего вопроса, то это будет здорово. Но мы вот на сегодня вот так вот можем вам предложить, да, ну, законодательно как-то, по законам СССР, РСФСР. Ну, вот как-то вот так мягенько решать будем.
Ирина Юрьевна, ага, я понял. Вам если слово дать, вы умеете, вы оратор, у вас Три- отнять, вы молодец. У вас Извините. получится, вы это самое. И заметили, да, друзья, как она говорит, ну вы же сами знаете, ну вы же сами знаете. Ну просто здесь сразу, конечно, ну да, я все знаю. Как она умеет? Они же Да? все знают. Спокойненько. И человек уже все в соглашательстве, конечно, я же все знаю, все такие умные. Вот так с ряфовцами тоже надо разговаривать. Ирина Юрьевна, а как вы думаете, над чем бы, вот куда бы фокус, опередить на 3 шага впереди? Чем бы еще поднять вот такое? Вот на определение на 3 шага впереди вообще всей ситуации, я говорю, вот это надо срочно создавать Совет Безопасности. Но это в первую очередь люди, которые КГБ, да, первый отдел, который будет работать непосредственно везде. Понимаете, вот военное производство было, где я работала в годы своей юности, и ну, уже будучи мамой, на производстве более 15 лет, это завод транспортного машиностроения имени Владимира Ильича Ленина, и я там работала вот как раз по первому отделу. Так вы знаете, как долго на работу принимали по первому отделу? То есть проверяли всю родовую. И несмотря на то, что в этой родовой, может быть, да, кто-то чем-то как-то, ну, бывают же у людей всякие моменты. Хорошо, Ирина Юрьевна, я позволю, да, чуть-чуть прервать. Смотрите, а я с вами чуть-чуть не соглашусь. И это очень, я рад, что я от вас это услышал. Да, безопасность, жизнеобеспечение, жизнебезопасность. А почему не соглашусь? Сейчас у всех так, опаньки, и даже у вас так. А я вижу, что сработает ключом безопасности, не готовы, вот на той стороне, за той линией фронта, не готовы будут к той безопасности, которую мы устроим. Да, должны быть структуры, отделы в этом направлении, как вы сказали, но система безопасности, вы видите, что я включил? Вот то, что сказал. Она работает изнутри. То есть по результатам будем определяться, да, по человеку определяться. Наш, не наш. Ну, правильно, Владимир Николаевич, согласна. Поняли, Здесь да? она... Да, А его поняла. прошлое? А кто он такой? А откуда? А чем занимался? А что достиг? А какая точка зрения у него? И когда вот этот отдел, он будет такой отдел, он по вот этим параметрам будет. У нас Вот я мы с одним человеком договаривались кое-какую систему создать, но этот человек затих, и я забыл. Вот сейчас я опять вспомнил про эту систему как раз, типа безопасности и так далее. Я уж в открытую сказал. Да-да-да, вы сейчас затронули вопрос. А что если почему я еще так вопрос, знаете какой? Мне кажется, ну-ка поддержите, или наоборот, может быть, смело скажите, да, Владимир Николаевич, да ты такой же, как и мы. Нет, кажется, не так. Я сейчас думаю, что необходимо все больше и больше усилия приложить это по созданию, охвату территорий, по созданию системы СНД, по заявлению, и очень хорошо ты сказала, и вы сказали, Ирина Юрьевна, это смешно, да, уже куры смеются, столько СССРов, что как в МЛМ, да, а выгода, да, как там, прибыль, выгода, да, у кого круче, а у нас преимущество выгода, да, какие преимущества выгода у этого СССР лучше, чем у этого, не подходит здесь, то есть на самом деле, если мы едины, должна быть единый показатель общности. Почему я вот увидел охватывать территорию? Чем раньше там начнется вот эта движуха, а она уже везде все началась, тем быстрее организационные структуры будут. Организационные структуры – это безопасность и все. Если рядом начнут рушиться вот эти, ну рушиться они будут уже, об этом предсказывали, Ванга предсказывал. Крупные конгломераты начинают рушиться, их поглощает единая вот это вот, хотят, чтобы поглотила единая система. А в нашей ситуации это самоопределение на саморазвитие. А оно идет через систему СНД. Что вы скажете? Как, поддержите, нет? Да, это главное. Это главное, как говорится, закон о депутатах на региональном уровне. Это главное, да. И среди депутатов, которые на сегодня показывают свою работу, как раз все это и будет. То есть и контроль безопасности и так далее. Оно само собой выстроится. Ну, вы верно, на верном пути. А так вот я не договорила, если честно, то, что первый отдел выбирает, ну, он смотрит на все моменты, даже те, люди, которые по каким-то моментам, может быть, даже и сидели, ну, как это говорится, где-то в местах не столь отдаленных. То есть и это даже рассматривается, это Да, не показатель ничего в наше время. Да. Ну, у меня как бы все, а то меня тут вызывают, извините, пожалуйста. Все, благодарим. Если да. я не выключусь, выключите меня.
Будьте Да, в добры. следующий раз выключим. В следующий раз мы постараемся это самое, вот такую летучку устроить, да, по кругу. Вот так вот разные края, областя, и начнем чувствовать территории, и это будет пульс нашей с вами вместе работы. Я думаю, что вот так. Владимир Николаевич, позволите? Да, голос Сан Саныча. Товарищи, здравствуйте. Хотел поддержать Владимира Николаевича в его порыве по поводу расширения территории покрытия Советом народных депутатов. У нас есть тут кое-какие наработки в плане подтверждения слов граждан о том, что вновь открывшиеся СНД дают им возможность более активно защищать свою жизненную позицию. У нас есть северные районы, в которых человеческая жизнь не стоит совсем ничего, от слова совсем. Это очень глухие районы. Так вот, люди умудрялись воздвигнуть красное знамя над своими домами, отбиться от администрации, отбиться от ФССП, от коллекторов. Сейчас они открыли СНД, и люди стали, просто даже соседи стали их поддерживать. Пусть в немом виде, пусть даже о том, что в деревне чужой появился, уже бежит мелочь, стучит в окно тетя Маня, слышь, там чужие приехали. Уже начинается такой, знаете, не партизанский отряд с предателем, а партизанский отряд с председателем. Поэтому нужно эту работу более широко освещать через ролики, через всевозможные вещи, которые людям будет интересно увидеть, услышать. У меня все. Ага, я услышал поддержку вот этого направления, и, скорее всего, это наша депутатская работа. И помните, да, как у нас там было вот у Уссурийске или где там, ну, не хочется не до конца тонкости все это самое, надо на местах знать тонкости, а не вот так вот сейчас сказал, а что он нас вот там, а нас плохо сказал? Не, неплохо, а именно, помните, да, вот депутаты оттуда, а это отсюда, а вот не хватало. Вот на Алтае тоже было депутат Верховного Совета, там количество, да, по избирательной системе. А у нас было, когда это самое, типа 2, ну не лишних, а 2, на 2 больше. И что? Да 2,5 года. И что? Да отлично, что есть. Ну что мешает? Что будут топтаться на одной? Так поручите его неохваченные районы, вот одному депутату, да? Поручите. Больше, не меньше. Что? Больше, не меньше. Да, и тем более мы сейчас, мы не охвачены. Просто охватить необходимо тогда регламентом работы, да, то есть территория. Этот здесь, а этот здесь пусть работает. И все отлично. Вот, поэтому вот это умение выйти в данной ситуации, а это же незаконно. Законно будет тогда, когда мы скажем, какие мы счастливы, что у нас все есть, и дети в безопасности, и старики не плачут по нашему будущему. Вот, хорошо, я понял, что в следующий раз надо вот такую вот летучку, больше по местам будем разговаривать и поднимать, больше слышать голоса других. Все, Файруза Васимовна, если вы можете что-то сказать, если вы пишете, а ну скажите, давно вас не слышали. Ваш акцент, он поставит точку нашего многонационального русского народа. Или вы не можете сказать? Я подсматриваю, она пишет. Она улыбается и пишет. Ну, в принципе, все ясненько. Друзья, товарищи, благодарим за эту встречу. Значит, смешно, знаете, что смешно? Вот как в жизни вчера так это самое, я же говорю, там, прошли, встретились, одно, другое, обратно идем, там, ежик дорогу перебегал, в тапочках шел. Собака его схватила, подкинула. Я ударил боссой ногой. Теперь нога так болит и чешется. Вот думаю, ну это было случайно, игриво, но вот думаю, так и в жизни. Помните Райкин, как Райкин, не Никулин смеялся, ни в свои сани не садись. Как на посаженное место в цирке сел какой-то, нет, я здесь купил место. Ну ладно, пришел на него ведро воды вылил. Потом перед ним извинились, это он так рассказал, извинялись, перед ним деньги вернули. Он говорит, ну вас же предупреждали, что здесь место для посаженного своего человека, на которого случайно типа вылить надо было воду, а вы же не уступили это место. То есть занимайтесь всегда своим делом и там, где лучше получается. А показатель лучшего это вам хочется, вы вечером быстрее ложитесь спать, потому что завтра
надо вскочить и продолжить это новое дело. Вот. А когда утром просыпаетесь, то у вас радость быстрее. Вы пробуждаетесь именно от того, что вы делаете то, для чего вы пришли в эту жизнь. Доброе. На все желающим присоединиться к звонку. Предлагаю Zoom. Будем работать Zoom. Мы вас услышали, Файруса Васильевна. Хотели услышать вас, а вы Zoom предложили. Будем что-то делать, потому что на самом деле, смотрите, было 33 человека, 30 человек, да, вот сейчас 26, ну уже все, завершаем. И не могут 224 человека войти. Ну, не могут, потому что благодарим за вашу активность, всего хорошего, до новых встреч. Выходим, друзья, чтобы мне потом не отключать, иначе тоже может быть одно из нехороших моментов. О, подружка меня зовет, слышите, да? Это мы с ней вчера гуляли. Вот, всего хорошего, до новых встреч. Вторник, среда. Ну и прорабатываем те вопросы, о которых сказали.